Здравствуйте, дорогие ученики и родители. Саламатсыздар ма, оқушылар мен ата-аналар. Мен өзім таныстырып кетейін. Мен орыс тілі пәнінің мұғалімі емеспін. Бірақ та оқушылар мен ата-аналардың сұрауы бойынша мен орыс тілі пәнінен видео сабақтар жазудамын. Сондықтан қатты сынамауларыңызды сұраймын, түсінікті танытуларыңызды сұраймын. Второй класс, урок 56. Составляем и читаем сводку о погоде. Ты продолжишь учиться высказывать мнение на основе сравнения, записывать словосочетания с помощью учителя. Яғни біздің тақырыбымыз ауа райын айтуды үйренеміз. Құрастырамыз және айтуды үйренеміз. Что надеть? Не кию керек. Қандай киім кию керек? Запомни правила. Надеть что? Свитер, рубашку, платье. Надеть свитер, надеть рубашку, надеть платье. Одеть кого? Брата. Одеть кого? Сестру. Одеть кого? Бабушку. Теперь самостоятельная работа. Ученики, перетащите на картинки. Пуховик. У нас вот эта картинка совпадает. Потом второе, варежки. Давайте заново. Подождите. А вот самостоятельная работа. Из этих картинок давайте найдем пуховик. Вот первый, вот здесь, вот это пуховик. Второй, варежки. Третий, сандали. Четвертый, зонт. Все правильно. Теперь сводка. Рассмотри картинку и прочитай две сводки о погоде. О чем они? Чем отличаются? Какая сводка понравилась? Төменде екі вариантта ауа райы туралы айтылған. Бір-бірімен қандай айырмашылығы бар? Қайсысы ұнады сіздерге? Первая сводка в картинках нарисована, второе в текстах. Конечно, первая сводка в картинках, оно красивее, но во второй сводке все понятнее. Оно в текстах дается. Сейчас весна. Первая картинка. Второй, месяц апрель. Третье, погода сегодня теплая, солнце светит. Четвертое, небо синее. Температура плюс 15 градусов. Мы можем носить куртки, джинсы, туфли, кроссовки. Следующее упражнение. Какие времена года изображены на картинках? Сравни занятия детей и погоду. Составь по 2 предложения каждой картинки. Запиши в тетрадь. Первая картинка у нас лето. Вторая картинка у нас зима. Первой картинке ребята отдыхают на природе. Они плавают в реке, ловят рыбку, играют с мячиком. На второй картинке дети катаются на лыжах, на санках. Они слепили снегурочку. Теперь следующее у нас наше задание. Подумай, прочитай предложения и дополни их нужным словам. Объясни, назови глаголы настоящего прошедшего времени. Я не надевала теплый пуховик, сапоги, шапку, варежки. Это какое время года? Время года. Это зима. Здесь глагол надевала. Какого времени? Оно прошедшее времени. Глагол прошедшего времени. Я не надевала. Я не надеваю куртку, кроссовку, джинсы. Это какое время года? Весна. Я не надеваю куртку, кроссовку, джинсы. Весна.
Я скоро надену шорты, футболку, сандали. Это будет когда? В лето. Глагол надену. Это будущее время. Здесь надеваю. Настоящее времени глагол. Я надевал плащ, резиновые сапоги. Брал зонт. Это была осень. Глагол надевал. Это прошедшее времени. Все. Ребята, теперь следующее задание. Послушай стихотворение. Ищет вещи Маша. Маша растеряша. И на стуле нет, и под шкафом нет. За столом их нет, и в шкафу их нет. Где же вещи? Вот секрет. Вот какая Маша, Маша растеряша. Что можно сказать о Маше? Какая она? Она неряшливая. Встречаются ли тебе эти слова в тексте? Давайте проверим. На стуле. Да. Под шкафом. Да. Растеряша. Да. За столом. Да. Вещи. Да. Все проверим. Правильно. Теперь вам такое задание. Все это пройденный материал повторите самостоятельно. И напишите в комментарии, что вам непонятно в этой теме. Всем спасибо. На этом урок закончился. До скорой встречи.